Продовольственная безопасность – проблема не для Минсельхоза. Это общенациональная проблема, где могут участвовать, начиная от президента, заканчивая фермером. По словам эксперта Манаса Саматова, внимание надо заострить на другом. Нам надо самим научиться выращивать продукцию с низкой себестоимостью. Тогда и не будет проблем с продовольственным кризисом. Мне кажется, надо заострять внимание на другое. Мы должны научиться выращивать качественную продукцию с низкой себестоимостью. Для этого нужны новые техники, новые технологии, новые взгляды, инновационные решения, проекты. Вот таким путем мы должны идти. А что касается, допустим, пополнения фонда материальных резервов, это вторичный вопрос, это старые взгляды. По словам Рустама Рыскулова, зампредседателя фонда Госматрезерва, продовольственного кризиса в стране как такового нет. Запаса сахара и растительного масла достаточно, но они не смогут дать данные по тому, сколько сахара и растительного масла, так как это секретная информация. Сахара у нас достаточно. Прошлого года больше 500 тонн мы себе заложили, больше 500 тонн заложили. А насчет масла, только в прошлом году он вошло в номенклатуру Госрезерва. Пока деньги не предусмотрены. Вот сейчас правительство решает этот вопрос. Вот в этом году, если включит, мы готовы тоже масло обеспечить для нужный момент. Цена производителя – это цена, которая устанавливается при продаже производителям продукции первому покупателю без учета товаротранспортных накладных и без учета НДС. Статистика сельского хозяйства отслеживает цену производителя, а эта же продукция потом продается по оптовой цене либо по розничной. Что касается запаса продукции сельского хозяйства, то этот показатель получается расчетным путем. Он рассчитывается на основе производства продукции сельского хозяйства отчетного года, с учетом запасов, переходящих предыдущего года, с учетом импорта продукции в Кыргызстан, с учетом экспорта продукции в Кыргызстан в другие страны, с учетом производственного потребления. Напомню, что на последней конференции Телекток Токадиев предупредил, что возможен продовольственный кризис из-за того, что продукция вывозилась контрабандным путем в Таджикистан и Узбекистан. Также, по его словам, следующий урожай может быть в 2 раза меньше. Айджан Аманова, Улугбек Сулайманов, Нью ТВ.